В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» и я, Елена Лолуа. Здравствуйте. На последнем заседании правительства 15 декабря выступил президент Рауль Хаджимба. Он дал оценку деятельности Кабинета министров и поставил задачи на следующий год. Об эффективности работы аппарата правительства и планах на будущее мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. 14 декабря в Абхазии отметили печальную дату – 23-ю годовщину Латской трагедии. В этот день российский вертолет Ми-8 с беженцами на борту вылетел из блокадного Ткварчала и был сбит в Кадорском ущелье над селом Лата, контролируемым тогда грузинскими войсками. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. В этот скорбный день родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники пришли к памятнику, установленному в Ткварчале, на месте, откуда взлетел в тот роковой день вертолет, к месту, где он упал, в селе Лата Гульрыбского района, а также к могилам погибших в Гудаутском парке. Побег из Дранского СИЗО заключенного Бачуки Латаря 10 декабря и все события, которые за этим последовали, стали главной темой совещания в МВД, в котором принял участие президент Рауль Хаджимба. О том, как это было, какие действия предприняла милиция по поимке беглеца, а также о текущей обстановке в тюрьме, главе государства доложил министр внутренних дел Леонид Запшпа. Массовые беспорядки в СИЗО пресечены, установлен режим пребывания заключенных в местах лишения свободы, сказал глава МВД. В свою очередь президент подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действовали в соответствии с законом. Ситуация в тюрьме и условия содержания заключенных будут меняться. В частности, даны указания по определению места строительства нового здания тюрьмы, сказал Рауль Хаджимба. По факту массовых беспорядков в СИЗО МВД, имевших место 12 декабря, прокуратурой Гульрыбского района возбуждено уголовное дело. Участникам беспорядков грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Принятыми силовыми ведомствами совместными мерами в Дранском СИЗО установлен режим. С целью установления всех обстоятельств преступления проводится расследование. Ситуацию в тюрьме изучает парламентская комиссия по проверке содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Члены комиссии уже посетили СИЗО и ознакомились с условиями содержания заключенных. Депутаты осмотрели тюремные камеры, пищеблок, прачечную и другие помещения. Во время беседы заключенные поднимали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания. Парламентская комиссия до 1 марта 2016 года должна представить Народному собранию свои выводы и предложения. В понедельник в Абхазию с рабочим визитом прибыл заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В тот же день он встретился с руководителями силовых структур Абхазии, Министерств внутренних дел и обороны и СГБ, чтобы изучить степень готовности межведомственных соглашений. На следующий день его принял президент Рауль Хаджимба. Большая часть встречи прошла за закрытыми дверями. В целом, обсуждение секторальных соглашений не было гладким, сказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба, комментируя журналистам ход работы над соглашениями по обороне и безопасности. Глава Совбеза подчеркнул, что за основу были взяты варианты, разработанные абхазской стороной. По многим спорным статьям удалось прийти к компромиссу, но с учетом интересов Абхазии. В Москве в Государственном центральном музее современной истории России всю неделю работала выставка известных абхазских художников. Посетителям были представлены картины из фонда Абхазской национальной картинной галереи. Экспозиция состояла из 48 работ – пейзажи, натюрморты, портреты. В день открытия выставку посетили российские искусствоведы, художники, любители живописи, представители абхазской диаспоры в Москве. Мероприятие стало ярким завершением культурного сезона «Абхазия-Россия-2015». На очередном заседании Кабинета министров 15 декабря президент Рауль Хаджимба призвал министров к более эффективной работе. Члены правительства обсудили исполнение бюджета за 2015 год и внесли в него изменения. Необходимость изменений связана с тем, что инвестиции, которые должны были поступить в Абхазию из России, перенесены на 2016 год. Государственный бюджет на 2016 год будет дефицитным. Сумма доходов составит 13 миллиардов 487 миллионов рублей. Кабинет министров также утвердил целевые программы здоровья на 2016 год и всеобщая диспансеризация населения 2016-2017 годы.
Минздрав Абхазии и медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге подписали в Сухуми соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает оказание высокотехнологической медицинской помощи гражданам Абхазии, повышение квалификации, проведение совместной научно-исследовательской работы. 15 декабря в Москве генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломе и генеральный прокурор России Юрий Чайка подписали программу сотрудничества между генеральными прокуратурами Абхазии и России на 2016-2018 годы. Программа предусматривает, в частности, проведение совместных семинаров, круглых столов в Москве и в Сухуми по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц, скрывавшихся от уголовного преследования или исполнения приговора, организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экономики. 16 декабря прошел международный форум «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». В рамках форума была представлена стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Для участия в этом мероприятии в Абхазию приехала солидная делегация из России во главе с советником президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергеем Глазьевым. В своем обращении к участникам форума президент Рауль Хаджимба в частности отметил, что невозможно реализовать политику долгосрочного социально-экономического развития без стратегического планирования. Сложно постоянно заниматься латанием дыр, без четких целей и проработанных путей их достижения. Президент обозначил некоторые приоритетные направления развития экономики страны, в их числе задействование внутренних резервов. Стратегия – это результат труда исследовательской группы при Центре стратегических исследований при президенте Абхазии под руководством его директора Олега Доменя, а также привлеченных к работе местных и российских специалистов. Проведенный анализ показывает, что республика находится в глубоком и затяжном кризисе, сказал Олег Доменя, представляя документ. Долгосрочная стратегия показывает, как из этого выбираться и развиваться. В Абхазии учреждена должность уполномоченного по правам ребенка. Указ об этом подписал глава государства. Уполномоченный будет гарантировать государственную защиту прав и интересов несовершеннолетних, содействовать их соблюдению и уважению органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами. 15 декабря в рамках 4-го Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсаля подписали план сотрудничества на 2016 год. В соответствии с планом стороны будут оказывать организационные содействия в реализации обменных музыкальных, театральных и выставочных проектов. Концерт, посвященный 175-летию великого русского композитора Петра Чайковского, прошел 15 декабря в Сухуми на сцене Абхазской государственной филармонии. Концерт – часть так называемого музыкального абонемента, проект для детей и юношества, который проходил по инициативе Государственного музучилища имени Чичба уже в 8-й раз. Впервые за послевоенные годы в Абхазии проводится плановое обследование крупного рогатого скота на туберкулез. По всей республике с начала декабря проверено уже более 300 голов скота. Вспышек туберкулеза зафиксировано не было. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби на пресс-конференции в четверг подвел итоги международного форума и дал оценку презентованной на нем стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Стратегия станет базой для разработки государственных отраслевых программ, которыми будет заниматься Кабинет министров. Уже разработаны программы по земельному кадастру в сфере образования и здравоохранения. В 2016 году будет запущена еще одна программа поддержки малого и среднего бизнеса. Журналу «Аква Сухум» исполнилось в этом году 10 лет. На страницах этого периодического издания печатаются художественные произведения, научные статьи и публицистика. Журнал издается на 2 языках – абхазском и русском. 17 декабря в Абхазском институте гуманитарных исследований прошел торжественный вечер, посвященный юбилею журнала. На очередном заседании сессии Народного собрания в пятницу во 2-м чтении был принят законопроект о здравоохранении с внесенной поправкой о запрете абортов. Также парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Российской Федерацией об объединенной группировке войск. За ратификацию соглашения проголосовали 26 депутатов, при 1 против и 2 воздержавшихся.
Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас давайте узнаем об итогах работы аппарата правительства за 2015 год. Гость нашей студии сегодня – начальник аппарата Кабинета министров Диана Пилия. Здравствуйте, Диана Эдуардовна. Здравствуйте. Диана Эдуардовна, прежде чем мы поговорим о работе аппарата Кабинета министров, расскажите немножко о себе, чем вы занимались до того, как приступили к своей новой работе. Я юрист, окончила Абхазский государственный университет, и альма-матер является АГУ и Московская государственная юридическая академия. Два вуза, которыми я очень горжусь. Преподаю в Абхазском университете, работала государственным нотариусом, возглавляла ассоциацию юристов Республики Абхазия, кандидат юридических наук, член Международного союза юристов. Ну, в общем, все, что касается юридической профессии, специальности. Аппарат Кабинета министров – это государственный орган, который обеспечивает бесперебойную работу правительства и, конечно же, премьер-министра. Подытожьте итоги работы за минувший год. Что вами сделано, какая работа проведена и что вы планируете сделать на следующий год? Если многие знают о работе министерства как об отраслевых органах управления, то аппарат – это орган, который осуществляет управление большинством или почти всеми вопросами на территории Республики Абхазия. То есть круг вопросов огромный и широкий. И аппарат Кабинета министров, он осуществляет правовые, консультационные, методологические, даже техническую помощь вот во всех этих вопросах. То есть это та основа или та база, которая вот координирует в себе работу, может координировать всех министерств, всех сфер и всех отраслей управления. Аппаратом Кабинета министров проделана за этот период огромная работа. Это и те постановления, распоряжения, то есть все формы деятельности, которые обычно и закреплены в Конституционном законе о Кабинете министров. Принят большой объем заявлений от граждан, это порядка 1300, оказана большая помощь материальная. Это в тех заявлениях, где материальная помощь, где иные формы обращения, на все реагирует Кабинет министров очень оперативно и отвечает. Но работа Кабинета министров, она еще и заключается в том, что создать, чтобы делать оперативно и быстро, принимать нормативно-правовые акты, которые определены в принятых законах. Да, вот депутаты очень часто сетуют на то, что многие законы не работают, поскольку не разработана нормативно-правовая база. Вот что делается аппаратом Кабинета министров в этом направлении? Вы знаете, на сегодняшний день это действительно так. Нами подготовлен перечень нормативно-правовых актов, которые должны были быть приняты к действующим законам. Это порядка 150 нормативных актов, это правда огромная цифра. И вот к этому перечню, который мы представили премьер-министру, подготовлено распоряжение и создана рабочая группа премьер-министров по разработке нормативных актов к тем законам, которые есть. Это закон о банкротстве, из последних закон о лицензировании. Но это те законы, вот я сейчас уже смело говорю, по которым мы уже подготовили. Например, по закону о банкротстве 15, если быть точнее, 17 нормативных актов, они уже в разработке. По закону о лицензировании мы в оперативном порядке. Но есть законы, которые перешли из более давнего периода времени, и над ними, над всеми мы сейчас работаем. Кто занимается разработкой нормативно-правовой базы и есть ли специалисты у вас? Эта проблема стоит во всех организациях. Вот как вы справляетесь? Вы знаете, эта проблема, наверное, не только Республики Абхазия. Вообще, вот дело в мониторинг, но тем более, раз я преподаю столько лет в университете, нет ни одного учебного курса, который бы учил написанию нормы права. То есть курса по нормотворчеству нет не только в Абхазии, нет и в Российской Федерации. И там тоже юристы ставят эту проблему, этот вопрос поднимают, именно написанию нужной нормы. Тем не менее, юристы широкой квалификации, они в любом случае умеют, они знают структуру нормы права, они знают формы работы того или иного органа. Исходя из этого, конечно же, набрать высокопрофессиональный состав, это представляется возможным. Только специфика работы аппарата, она очень
своеобразная. Поэтому, если приходят юристы даже с красными дипломами, их все равно надо обучать. Ну, раз уж мы заговорили о кадрах, давайте поговорим об оптимизации, о которой говорил президент тоже в своей речи в кабинете министров. Как прошла оптимизация в кабинете министров? Удалось ли выполнить указ главы государства о сокращении на 15%? Да. И что дала эта оптимизация на деле? Целью указа было не само сокращение штатов, а целью это было самое главное, это совершенствование системы госуправления. И как один из элементов этого совершенствования и было сокращение. Мы провели, не только мы, все органы исполнительной власти, аппарат даже прошел более чем такую сильную оптимизацию. Мы сократили на 25%. Это какое количество людей? У нас было 112 человек по штату, на сегодняшний день у нас 83, включая декретниц, это то, что, естественно, остается в штате независимо от иных нормативных актов. И мы выполнили эту часть указа президента. Там есть еще одна приятная часть в указе. Это все те средства, которые высвободились, их на поддержку и на стимулирование деятельности государственных служащих. Конечно же, если это и целесообразно, если в управлении, в экономическом, в правовом остается часть людей, на которых возлагаются дополнительные обязанности, то эти средства поддерживают и стимулируют, хотя люди работают и правда хорошо, и ответственно. А теперь хотелось бы поговорить о системе госуправления. Вообще, как вы считаете, нужно ли менять систему госуправления? И что вы планируете сделать, изменить в работе аппарата Кабинета министров? С момента прихода мы подготовили новый регламент работы Кабинета министров. Регламент работы, который определяет все основные направления деятельности. Регламент, который не будет рассчитан на один день, на один месяц, который будет рассчитан на длительный период, потому что в нем мы охватываем основные вопросы деятельности, максимально расширяя этот охват. Это одно из направлений, такой объемный. Мы хотим и работаем над тем, чтобы подготовить на сегодняшний день программу совершенствования государственного управления. Это вопросы, которые касаются вопросов делопроизводства, вопросов организации системы управления, вопросов электронного введения, электронного документооборота. Это просто мечта наша, как всего аппарата. И на сегодняшний день аппарат работает над созданием этой программы. И я думаю, на будущий год мы сможем ее представить и презентовать, включая как основной элемент это электронный документооборот. В проекте госбюджета на следующий год очень много государственных программ. Там и по медицине, по здравоохранению, по культуре. Свою лепту в разработку этих госпрограмм внес ли аппарат? Во-первых, сами госпрограммы, я так понимаю, это такой новый подход к финансированию деятельности и работы того или иного отраслевого министерства. Государственные программы очень серьезные и очень интересные, они разноплановые еще к тому же. Это и здравоохранение представило 2 программы по диспансеризации и программа здоровья. Это Министерство культуры представило по сохранению объектов и инвентаризации объектов историко-культурного наследия. По образованию еще есть несколько даже в разработке. Это программы, которые были представлены отраслевыми министерствами. Но могу вам сказать, что аппарат Кабинета министров он приложил немало усилий для того, чтобы сделать именно правовую форму. Выстроить там логическую матрицу программы, объединить подпрограммы. Это нашло понимание среди отраслевых министров. И на сегодняшний день мы представили парламенту достойные программы совместно с отраслевыми министерствами. Как часто приходят простые граждане за помощью в Кабинет министров и какого характера носят обращения? У премьер-министра есть резервный фонд. Какой объем этого резервного фонда и на что были потрачены деньги? Обращений граждан очень много.
И там, если вы говорите, вот там простые граждане, мы как-то не делим категории, к нам обращаются предприниматели с определенными вопросами консультационного характера, за разъяснениями, нам обращаются за помощью материальной, к нам обращаются за помощью оказать поддержку при решении тех или иных вопросов. То есть, невзирая на категорию вопроса, да, то мы оказываем помощь по всем направлениям. Если это касается материальной помощи, конечно же, это премьер-министр и, конечно же, оказывает помощь из резервного фонда. В этом году было порядка 1300 обращений граждан именно по вопросам, включая туда и материального характера. На 15 миллионов, вот неточная цифра, потому что год еще не закончился, оказана только материальная помощь. Есть помощь, которую оказываем предпринимателям именно правовую и консультационного характера. Это обязательно. Единственная сложность, конечно же, это там лоббирование интересов предпринимателей или там поддержите конкретно вот это направление. Или вот этим не занимаемся никогда и только в рамках законодательства и только исходя из принципа законности. Открытость, доступность и прозрачность работы – это один из основополагающих принципов деятельности государственного органа. Ну, это вот мое мнение однозначно такое. Расскажите о работе сайта, насколько часто обновляется там информация и как он работает, в каком режиме? Сайт создан не столь давно. По наполняемости, конечно же, мы пока и желаем большего и лучшего. Сайт обновляется очень часто, вот по мере информации. Он обновляется, ну, наверное, даже ежедневно. Просто есть ряд мероприятий, это сайт Кабинета министров, мы обновляем его мероприятиями буквально ежедневно, которые проводит премьер-министр, теми задачами, которые ставит перед Кабинетом министров непосредственно премьер-министр. Но вот с недавнего времени мы решили размещать и оперативную информацию по совещаниям, которые проводятся в аппарате. Те, которые уже рабочие группы созданы распоряжением премьер-министра и при кураторстве, например, вице-премьеров, руководителей аппарата. Если есть хорошие, молодые, творческие, креативные люди, мы всегда открыты, и мы бы рассмотрели возможность принятия на работу вот и в пресс-службу в частности. Борьба с коррупцией – это очень актуальная тема и для всего мира, для Абхазии в частности. Какую работу ведет аппарат Кабинета министров вот в этом направлении? По борьбе с коррупцией я могу сказать то, что, например, буквально вот на днях премьер-министр подписал распоряжение. Мы подготовили пилотный проект, очень интересный. Это о заполнении декларации о доходах, об имуществе высших должностных лиц и их заместителей органов исполнительной власти. Ну вот, видимо, в распоряжении прямо указано к 1 марта уже сдать все декларации. Видимо, по итогам мы пока нет возможности принимать какие-то там репрессивные методы, да, по итогам, но в любом случае мы будем уже мониторить эту ситуацию. Сама форма декларации разработана Министерством по налогам, поэтому мы сейчас делаем это как пилотный проект, а уже потом в последующем, на следующий год будем планировать и для всех государственных чиновников в обязательном порядке уже с мерами ответственности, которые будут определены законодательно. Вот такое вот интересное направление, и очень правильное. Это очень интересно. Да, и очень актуальное. С 1 января в Абхазии будут выдаваться новые паспорта абхазские и виды на жительство. Какую работу провел Кабинет министров в этом направлении? Эта работа заключалась в подготовке нормативно-правовых актов, той документации, которая была просто необходима для того, чтобы это вообще все состоялось. Инструкции, договора, соглашения, все виды документации.
Плюс еще легло на плечи аппарата и техническая сторона этой работы, это перевозка, прием, размещение всего оборудования. Вся эта работа проводилась под кураторством первого вице-премьера Шамиля Умаровича Адзымба. Это колоссальное время, колоссальная работа и огромный колоссальный документооборот, с которым, я думаю, мы все справились. Как вы считаете, не дублируют ли функции администрации президента и аппарата кабинета министров? И еще вдогонку вопрос. В разное время звучали такие предложения в рамках реформирования системы власти о том, что нужно упразднить пост премьер-министра и вице-премьеров. И с учетом этого создать единый орган исполнительной власти. Вот как вы относитесь вообще к этой идее? Да, объемный вопрос, конечно. Это вся работа исполнительной власти. Конечно, дублирования нет во многих вопросах. Это вопросы, сама форма деятельности даже различна кабинета министров и администрации президента. Цели, конечно же, общие. Это общая цель, которую ставит президент и которую выполняют все органы и все структуры. Есть структуры, которые дублируют друг друга. Например, это хозяйственная часть, она дублирует. Между прочим, мы готовили докладную и писали о том, что, возможно, как один из вариантов, нас поддержал премьер-министр, это создание государственного учреждения, которое бы объединяло хозяйственную часть. Это все то, что касается, начиная от материально-технической части и, например, там автопарка. То есть это было бы, наверное, удобно, тем более там здание одно и функции одни, вот только вот это направление. А все остальные вопросы, они не дублируют, они готовят, дополняют друг друга и дальше восходят уже к главе государства для принятия решения. Но пост премьер-министра, конечно, есть многие страны, в которых нет поста вице-президента, премьер-министра, вице-премьеров. Но все возлагать на плечи одного человека, это, наверное, нецелесообразно и с точки зрения законности, и с точки зрения даже вот перспектив потом решения или правильности решения этого вопроса. Диана Эдуардовна, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И с наступающим Новым вас годом! Спасибо вам за приглашение, и всех, и вас, и телезрителей с Новым годом. Мира и благополучия. С Новым годом. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии была начальник аппарата Кабинета министров Диана Пилия. Мы продолжаем выпуск. Завтра, 20 декабря, сотрудники государственной безопасности отметят свой профессиональный праздник – День работника органов госбезопасности. Сегодня в СГБ прошло торжественное заседание, посвященное этому дню. Поздравить личный состав и ветеранов СГБ с профессиональным праздником пришел глава государства Рауль Хаджимба. Наиболее отличившимся сотрудникам были присвоены очередные воинские звания. Подробности в нашем следующем сюжете. Исполняющий обязанности председателя СГБ Дазмир Шамба в своем выступлении отметил, что служба государственной безопасности прошла большой путь становления, сотрудники которой и в годы Отечественной войны, и в мирное время верно служат Родине. Служба государственной безопасности Республики Абхазия прошла большой путь своего становления и развития, имеет яркую историю, решает всегда самые сложные и ответственные задачи. Дазмир Шамба подчеркнул, что на сегодняшний день в органах служат сотрудники, прошедшие проверку на деле. Вместе с тем непрерывно идет процесс повышения квалификации и обучения. Шамба высоко оценил помощь и сотрудничество с ФСБ России. Отметил слаженное взаимодействие с Генпрокуратурой и МВД Абхазии. Поздравил с профессиональным праздником личный состав СГБ президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что сотрудники службы находятся на острие всех задач, которые стоят перед государством. Рауль Хаджимба также сообщил, что подписал указ о награждении председателя СГБ Зураба Марганя орденом Леона. Сегодня очень многое делается вами. И некоторым кажется, что служба государственной безопасности, может быть, не очень-то видна ее деятельность на поверхности. Но глубинные процессы, которые ведутся в этой структуре, очень серьезны и очень важны для государства. Как и по противодействию внешнему противнику, так и нашим внутренним процессам. Не все у нас так гладко, как хотелось бы.
Мы все должны понимать, что мы единое общество, и для того, чтобы это общество состоялось, задачи, которые стоят перед структурой государственной безопасности, очень важны. И они ее выполняют очень качественно. И я хочу еще раз вас всех поблагодарить, пожелать вам добра, мира, счастья. Указом президента одному из опытнейших работников службы госбезопасности, начальнику Гульрыбского отдела СКБ Беслану Кокоба, присвоено очередное воинское звание полковник. Президент Рауль Хаджимба сам вручил ему погоны. С профессиональным праздником сотрудников СГБ поздравили ветеран органов безопасности Сергей Чеквитадзе, председатель Верховного суда Зураба Гума, министр внутренних дел Леонид Запшиба и замгенпрокурора. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником от всего коллектива прокуратуры Абхазии. У прокуратуры и службы безопасности всегда много дел совместных, направлены на становление правопорядка в Абхазии. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в служебной деятельности. Спасибо вам. Молодые сотрудники выразили слова благодарности ветеранам и старшим товарищам за то, что предоставляют возможность перенять опыт и расти профессионально. По знаменованию праздника ряду сотрудников присвоены очередные воинские звания, вручены грамоты и памятные подарки. Амрамидж Басаидайба, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба встретился с председателем правительства Чеченской Республики Русланом Эдельгериевым, находящимся в Абхазии, с рабочим визитом. Глава правительства Чечни передал Раулю Хаджимба приветствие от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Руководство Чечни заинтересовано в возобновлении и придании нового импульса развитию давних братских отношений между абхазским и чеченским народами. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества Абхазии и Чечни в экономической сфере, в частности, в области сельского хозяйства и разработки полезных ископаемых. Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба и руководитель администрации президента Астамур Таня. А сейчас к вопросу о порядках на улицах столицы. В то время как городские власти и горожане пытаются навести порядок на улицах города, находятся и те, кто его нарушает. На днях 6 рекламных стеклянных сетиформатов по Каддорскому шоссе были разбиты неизвестными лицами из хулиганских побуждений. Изрезаны электрические провода. Внутри конструкции вот уже 3 месяца размещалась реклама оператора связи Амобайл, но сами сетиформаты принадлежат частному предпринимателю. Компания Амобайл нам сказали, что самим баннерам не были нанесены повреждения. Хозяин рекламных конструкций от каких-либо комментариев отказался. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе. До свидания.